когда ты начал заниматься общественно-политической деятельностью и что тебя вообще сподвигло это делать? Да, вопрос такой интересный и неоднозначный ответ. Я бы не сказал, что я прям занимался общественно-политической деятельностью. Так бы я это не назвал. Я принимал участие, конечно, там и во всяких митингах Ну так ранних. это и есть участие в общественно-политической деятельности. Участвовал в Да. чьей-то кампании, занимался, вел соцсети, занимался чем-то еще, куда-то ходил, клеил листовки. То есть это все участие в общественно-политической деятельности. Ну, в общем-то, первый мой митинг, он был где-то 95-й или 96-й год. По сути, я был подростком и не могу вспомнить точно год. Помню, что это вот было связано с тем моментом, когда Лукашенко менял конституцию под Это себя. Вот девяносто это, шестой год, да, наверное, скорее 96. всего. Скорее всего, да. Это был такой первый момент, и я помню очень хорошо вот это на эмоциональном плане, да, вот этот дух свободы, он, конечно, был крутой. Дальше я принимал участие там в забастовках, это, наверное, 99-2000 год, когда Лукашенко всячески давил предпринимателей. Была сидячая забастовка, вот я ее точно помню, возле Дворца Республики, да. Ну, вот такие моменты. Потом профсоюзные немножко тоже история была там. У меня в 2005 или 2006 году я работал на предприятии, и приехали чекисты к руководству завода и сказали всех, в общем-то, вывести из свободного профсоюза, в котором я состоял. Очень сильно я тогда конфликтовал и с руководством, и, ну, в общем, мне это очень не понравилось. Вот, все эти кампании президентские тоже я в той или иной мере помню. Зачастую я не принимал участие, где-то по своим личным семейным обстоятельствам. В 2010 году на второй день после площади я в первый день не мог там присутствовать, во второй день я собирался ехать, и как раз уже начали разгонять. Ну и я, в общем-то, увидел, что между первым днем и вторым днем люди ушли, и как бы, ну, было большое разочарование, там, когда было там, не знаю, 10-20 тысяч там на площади, и на следующий день там осталось 1 тысяча, но меня всегда вот это сердце болело за то, что, ну, нет у нас такого в культуре стоять друг за друга, да, и очень больной год был для меня, там, 2015, вот эта кампания президентская, когда, в общем-то, всех предали, европейцы предали, конечно, но у меня было просто жесточайшее разочарование, и я ровно на 4 года вообще перестал интересоваться белорусской повесткой, вот с конца 15-го там до 19-го. Вот, потому что, ну, вот это предательство европейцев, когда они минские встречи вот эти Мгм. замутили, опять Лукашенко вышел сухим из воды, конечно, это было для меня очень так огорчительно. Вот, я с самого детства наблюдал все, что происходит. Вот в чем была разница между моим поколением там и постарше и поколением, которым было 20-30 лет. Эти Хорошо. ребята, они не понимали там, да. Ну, да, А каким, пожалуйста, говори. как вот ты рассказал, у тебя достаточно богатый опыт участия в общественно-политической жизни, ну, насыщенный. Каким силам ты тяготел? То есть, как ты мог бы описать свои взгляды? Ты какой-то либерал, там, консерватор, социалист. Какую Беларусь ты видишь? Ну, больше для души всегда, наверное, с того самого детства до сегодняшнего дня для меня первоочередное — это защита прав и свобод. Вот это, ну, то, без чего, как бы, я считаю, невозможно там построение какого-то адекватного государства, в котором будут жить люди. То есть мы же в первую очередь всегда смотрим с точки зрения, ну, я смотрю с точки зрения человека, как будет житься отдельно взятому человеку. Вот, и поэтому, естественно, ну, должна быть вот эта защищенность, то есть все должны быть равны перед законом, должны соблюдаться не только там какие-то административные, уголовные, а должны соблюдаться свободы человека. По модели, я не знаю, но это все такое же, оно трансформируется, наши взгляды. Сейчас я в Испании живу. Ну, мне больше нравится, конечно, социальная направленность. Единственное, что я понимаю,
что чтобы прийти есть на Западе, там, в скандинавских странах, вот есть в Испании там другой социализм, да, еще есть несколько стран таких, в которых есть ну, хорошая социальная составляющая. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, это должно начинаться с какой-то такой либеральной повестки. И я же как бы не политик и не имею много образований. Но мое такое обывательское видение, это вот, ну, вначале мы движемся какой-то либеральной составляющей, и потом пошагово мы двигаемся к тому, чтобы все-таки государство было социально ориентированным, но здорово социально ориентированным, где каждый человек защищен и имеет вот тот самый минимум, который не позволяет ему там валяться на улице без еды и замерзать. Кому из политиков ты благоволил? То есть вот за столько лет ты видел огромное количество различных политиков, оппозиционных деятелей. Кому ты симпатизировал? Скажу честно, как есть, от 94 года, когда я впервые стал интересоваться там политикой, до 2019 года в Беларуси, по сути, никому. Я мог где-то кто-то мне, ну, более-менее, как бы, может быть, сойдет, но так, чтобы я сказал, что мне человек этот нравится, и я хотел бы, чтобы он возглавил нашу страну, к сожалению, таких людей я для себя не видел. В 2019 году я увидел. Скажу почему. Потому что лидер страны, он должен иметь несколько, по моему мнению, качеств, которых не было у тех вот лидеров и кандидатов. Это должна быть харизматичность. Я не помню харизматичных лидеров у нас там с 94 по 19 год. Это должна быть обязательно некая сила, второе. То есть вот сила, не только харизматичность, там красиво говорить, а сила отстаивать свою точку зрения. Это по-разному называется. Во дворе это называется там кишка не тонка, да, там это можно называть крепким каким-то внутренним стержнем. Это человек, который не сломается под давлением, потому Мгм. что, ну, политика это там волки, и там нужно Наличие быть сильным. политической воли, да. Это можно выразить так. Да, наличие политической воли, честность. Вот ты смотришь на человека, и ты понимаешь, я хочу, вот я доверяю ему, да. Вот, у нас проблема с честностью. Ну, на самом деле, мы же в 2020 году и вообще вот все эти годы, что у нас главная проблема Беларуси? Мы же вот эта книга Орвелла, да, у нас все перевернуто. У нас ложь просто такая несусветная во всем, что это просто караул. И сейчас, когда мы там в 20-м искали какого-то лидера, кому-то симпатизировали. Сейчас мы там непонятно, кто у нас есть, кто. Никто об этом не говорит, что нам нужен лидер в первую очередь честный. Честный человек, который может выйти и признать свою ошибку, который может выйти и честно признаться, вот такая-то ситуация, в которой нет лжи. Вот. Люди, мне кажется, не просматривается, к сожалению. Но Поэтому, ты ну, говоришь про 19 год. А что в 19 году произошло? Кого ты увидел? ну, в 19 году я проснулся, когда я увидел Тихановского. Мне какие-то мои друзья там показали видео прикольное. Я посмотрел, как он ездит там по деревням, ну и там, скажем так, издевается над режимом. И первое, что я подумал, этот парень еще на свободе, ну, скоро его посадят. У нас очень большой электорат был Тихановского, да, там были тогда опросы всякие проводились по разным опросам. Он имел там 10-15% электората, вот если бы он там принимал участие в выборах, ну, то есть на момент предвыборной кампании, вот такой рейтинг у него был. И это грустно. И это грустно, потому что, по моему мнению, Сергей Тихановский это просто балагур. Это балагур, революционер. Это человек, который, по моему мнению, не может представлять государство. У него нет тех качеств, о которых я там чуть раньше говорил. Этот человек хороший, полезен, вот, раскачать ситуацию, разбудить людей, там, быть в какой-то там команде, там, да. Но это точно не первое лицо, потому что, ну, нет ни выдержки, нет никакой вот такой здравой, спокойной линии какой-то программы. Вот, полетели, всех все разрушим, все замутим, все расколбасим там, а дальше там будь что будет. Ну, это не совсем есть. Поэтому я больше
симпатизировал Бабарика. Я отдавал подписи за сбор кандидатов за всех демократических. Вот. Но мне нравился Бабарика. Много говорили про его московские там корни, что он там на москалей. И до сих пор этим там. Я привык в своей жизни как? Ну, есть доказательства. Если нет доказательств, ну, не надо оговаривать человека. Давайте его проверим, давайте ему зададим вопросы, давайте там, не знаю, подключим какие-то службы. Но он, во всяком случае, спокойно излагал свои мысли. Это человек уже с определенным опытом. И в первую очередь опыт управления там крупным там банком, то есть крупной организацией. Ну, он хороший менеджер. А почему нам не подойдет менеджер, когда менеджер это кто? Это строитель. Строитель неких связей там, да, которые будут управлять государством. Поэтому как управленец, мне кажется, он неплох. Сейчас я не знаю, что он там из себя представляет, что сделала с ним система наша белорусская и прочее. Вот. Но на 20-й год это было вот так. То есть тебя не смущало 19. явно российский след за Бабарика? То есть это менеджер Белгазпромбанка, акционерами которого является ПАО «Газпром» и российский «Газпромбанк». То есть это напрямую российские корни, человек, за которым стояла Москва. И сейчас, как бы после выхода мы видим, я думал, что, возможно, тюрьма на него как-то повлияла. Вот я ему задавал вопрос про полиграф, он, по сути, просто отшутился. Он сказал, а зачем? Я не занимаю никаких должностей, ничего, и, в принципе, нафига это нужно? Я не общественный деятель, я не политик, партию создал не я, а мои сторонники, поэтому ля-ля-ля там что-то. А сейчас он уже объявляет инициативу Беларусь Нетворк, то есть уже, оказывается, и политик, и общественный деятель. То есть, ну, понятно, что откровенности как таковой нет. Насчет его компетенции и профессионализма, да, я абсолютно согласен, что это человек, который разбирается больше в экономике, чем большинство, скажем так, оппозиционных лидеров. Но, глядя на Бабарику, скажем так, я ему не доверяю из-за того, что, мне кажется, за этим стоит Москва и ФСБ, и поэтому, ну, я опасаюсь за суверенитет Беларуси, скажем так. Особенно его сторонники, свита его, Максим Знак, который запретил мне вести стрим, прямую трансляцию со своей встречи, когда он здесь был. Мария Колесникова, которая сказала, что «а я не хотела свергать власть, я просто участвовала в президентской кампании». То есть, ну, вот, ты знаешь, глядя на этих людей, у меня создается впечатление, что да, они хорошие, они харизматичные, но это не те люди, с которыми я бы в команде был. Я соглашусь, Дима, с твоей оценкой, но вот о чем я говорю, что разница между там всеми нашими там в кавычках между белорусскими лидерами 20 года и там 25-го, 26-го это разное. То есть когда Бабарика выходит из тюрьмы и говорит, я там не знаю, чем Крым, я сидел там в тюрьме, ну, это глупости, конечно, потому что все равно информация доходила, и все равно есть понимание, даже можно сказать, ты знаешь, чей Крым это по государственному устройству. Ну, договора подписывали в 91 году о признании границ взаимных. Да, да. Поэтому сейчас, безусловно, когда он такие вещи там говорит, ну, это все. Но вот на момент 2020 года я смотрел на это с точки зрения того, что, ну, есть выбор. Есть Тихановский, есть Бабарика, и есть третий, этот уже не помню его как. Цепкало, Валерий Фамилия Цепкало. Цепкало, да, да. Ну, Валера, понятно, мимо там, вот, не то пальто. И вот брать между Тихановским и Бабарика, я все-таки считал, что если удастся получить нового президента, который, ну, несет с собой некую свободу, то дальше уже в этой свободе можно что-то будет делать. Но если мы как бы ведем к власти того, кто достанет шашку и начнет там чудить, ну, для меня просто Сергей Тихановский это... Я не говорю, что он там плохой человек или хороший, это не моего ума дело оценивать. Вот, но есть история про Ленина. Вот эти все ленинцы и вся эта команда, кто они были? Ну, они были такие разбойники, шелупаи, там где-то криминальные там. И что они устроили? Они как бы взяли и начали чудить. Поэтому я очень боялся, чтобы не начал он вешать на столбах, потому что я против такого. Даже лукашенковцев, этих режимных этих, я против того, чтобы их вешать. Вот что. А зря
хотя кое-кого можно было бы повесить. Кстати говоря, про ленинцев, какими бы они ни были мудаками, Ленин, как говорится, так вставил бутылку русскому народу, ну и белорусскому, соответственно, тоже, что вот уже 100 лет не можем вытащить. Поэтому говорят, когда говорят, что он Ну, был плохой он политик, ставил. хватка у него была таки железная. Репрессиями, террором и своими этими мерами он установил такой порядок, какой он хотел. Другое дело, что нам не нравится этот порядок, но он таки его установил. А что по поводу Да. Цепкала? То есть ты вот как бы сразу сказал, что не то пальто, а почему ты его проигнорировал? Что тебе в нем не понравилось? Ну, Цепкало же сразу, он же шел, он же работал в парке высоких технологий, Да. который напрямую там финансировался властью, контролировался властью, поэтому тут у меня было к нему недоверие, вот. Ну и в целом он, в общем-то, ничего такого, опять же, не вызывал во мне какого-то доверия, да, то есть он, ну, не похож был на лидера, который может к чему-то хорошему нас привести. Идем дальше по ситуации. Вот мы говорили, взвешивали про Тихановский и Бабарика, оба в пролете. Получается, у нас Света. Что дальше? Вот как ты отнесся к той ситуации, когда единым кандидатом стала Светлана Тихановская, объединились штабы? Хорошо это было, красивый ход. Я даже не помню, да, это я еще на воле, наверное, застал это все объединение их. Вот, ну, естественно, что это был такой красивый ход. И, конечно, было у меня там вдохновение, заряд. Я смотрел на это так, ну, как и многие, мне кажется, люди. То есть должен смениться режим, а дальше мы там уже посмотрим, да. Но, естественно, чуть позже у меня появилась масса вопросов. Вот, Чуть позже, это потому что насколько позже? Когда? это в 20-м во время выборов, это когда М, Светлана сходила там в Центр избирком, там с ней вели м. какие-то беседы за закрытыми дверями, когда она решила выехать, когда потом эти вопросы про 15 тысяч, ну, тогда эти 15 тысяч я воспринимал как юмор. Ну, наверное, Ну, типа знаешь, да, Лука там миллион врет или долларов что-то. под диваном Да. у Тихановского, да. Да, 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 М. да, да. Ну, или у Бабарика в банке нашли деньги, это вообще Да, ничего себе. В а банке деньги, откуда? да. И потом, когда, в общем-то, Светлана Тихановская, скажем так, стала нашим лидером в изгнании, вот тут у меня поднялись очень большие вопросы, и я, наверное, около полугода я наблюдал, что происходит, и в конце 21 года, находясь уже в колонии номер 3, я всем ребятам сказал, что, ну, Тихановская это не наш клиентос, и что она делает? Она не способна, у нее нет тех качеств, чтобы быть национальным лидером. У меня был единственный вопрос. Что мешает тебе, девочка моя, найти из своего окружения, не знаю, провести кастинг, что угодно, обзвонить всех наших известных людей, найти человека, у которого, извините, есть яйца, и которого можно представить людям, можно вынести на какое-то голосование, можно аккуратно его ввести в свой кабинет и посмотреть по его действиям. Да, хотя бы Нам просто нужен был... экспертов. Потому что, ну, Да, Светлана, ты правильно сказал, за нее голосовали, ее поддерживали не потому, что она обладала какими-то уникальными лидерскими качествами или экспертным сознанием, то есть она была очень подкованной в каких-то вопросах экономических. Нет, ее основная цель была для того, чтобы выдвинуться легально кандидатом, люди голосуют и выбирают другого человека, не Лукашенко. А она в течение переходного периода объявляет новые свободные выборы, на которых уже будут участвовать все. да, Не будет страха, как все люди нормальные были придавлены, они боялись конкурировать с Лукашенко, потому что за это серьезные санкции полагаются. И как бы, ну, были да, проведены свободные выборы и были проведены уже реформы. То есть она чисто переходный, формальный, как говорят, технический кандидат. И да. после, оказавшись в эмиграции, совершенно верно. Причем не только она не провела, как ты говоришь, этот кастинг, но ей предлагали, вот, например, если ты слышал Дмитрия Скиндерева, он предлагал ей в советники Илларионова, там, и других еще тоже ей предлагали. Они говорят, нет, нет, не надо. Зачем? Так, Да, так же и потому что победить можно ведь. да.
Ну вот, поэтому как переходная личность она меня устраивала, а дальше мы же оцениваем все по действиям. Действий никаких не было, санкции, которые были введены, ну все прекрасно знают, что это там за этот посаженный самолет, еще за что-то, за политзаключенных так и не были введены санкции. И многие ребята, наши мои политзаключенные, ну так очень косо на меня смотрели, им не нравилось, что я там как-то Тихановскую принижаю. Ну, мне было понятно. И тот же, что она как бы не уделяет должного полку Калиновского и всем воерам. Она занималась все эти годы ничем. Пока я сидел, у меня было такое вот желание выйти, еще раз у нее подточнить. Ну, может быть, я что-то некорректно вижу, потому что мы же все ошибаемся. Я не люблю составлять мнение, как бы не имея информации. Я созвонился с ней, вот эти у нее встречи с, скажем так, созвоны с людьми, подготовил вопросы. Очень жалею, что не записал. Я хотел записать, и что-то у меня там технически не прошло. Ответов не было нормальных никаких. Что вы сделали за 4 года, я ей задавал вопрос, для освобождения политзаключенных. На этот вопрос она мне отвечает. Ну, мы же помогаем вот семьям освободившихся политзаключенных, ну, мы же Мгм. вот там помогаем, что-то там еще. Ну, мне хотел спросить, я такой вопрос задал тебе? Я же не задал вопрос, чем вы помогаете освободившимся. Я спросил конкретно, что было сделано для того, чтобы освободить? Ну, ничего не было сделано, это ну, очевидно. И когда уже Трамп пришел, и Трамп зашевелился, они начали к нему подмазываться, что они там что-то делают, что они там как бы какие-то списки делают. Вот, поэтому сейчас мы имеем я батик и я матик. Вот моя точка зрения. И люди не обладают критическим мышлением. Ну, это плохо. Как ты видишь вот нынешнюю ситуацию, разрешение ее? То есть есть разные мнения. Одни считают, что освобождение должно будет прийти только после падения режима Путина в России. Другие говорят, что освобождение возможно там партизанщиной какой-то в Беларуси. Третьи говорят, что иммиграция спасет. То есть тут выработают какие-то мысли, появятся какие-то лидеры в свободных условиях, там выучатся где-то в Польше в лесах в тренировочных вооружаться, там переймут демократию, постоянно находясь в парламентах, сеймах разных и прочем. Вот, и придут и все сделают. А есть мнение, что вообще все, Беларусь это уже fail state, можно забить на нее и просто интегрироваться в какую-то другую страну. То есть как ты думаешь, какие у нас шансы, что вообще есть, откуда освобождение ждать? Не скоро. К сожалению, я пессимист, но пессимист ввиду того, что я давно наблюдаю за геополитикой и какие вещи вижу, понимаю, куда мы идем. Поэтому, ну, пока большая война не закончится, а до 30-го года она не закончится никак, потому что она, по сути, только сейчас по осени начнется в Европе, ну, в больших масштабах. Вот. Потом еще у нас там Китай с Тайванем, поэтому это 30-32. Это вот тот период, когда произойдет новый передел границ, который происходил во Вторую мировую войну, там, в Первую мировую войну. Поэтому, но как-то надеяться на то, что там чего-то Лукашенко там сдохнет, какие-то партизаны, ну, я не в это все не верю, не вижу, потому что при смене Лукашенко там, понятно, поставить другую фигуру, какой-то партизанщины туда идти, это очень сложно, во-первых. Во-вторых, всегда стоял вопрос, это еще было в 21-х, 22-х годах, когда ребята в колонии мечтали, сейчас вот калиновцы ворвутся и там всем надают как бы режиму по голове. Ну, нужно отдавать себе отчет, какая страна возьмет на себя ответственность запустить вооруженных людей в другое государство. Никакая. Это может разрешить США. Вот им все можно. Они могут разрешить и могут это пропихнуть. Но США вообще не интересно. Беларусь, мы вообще для них как бы настолько мелкие. Нет с нас толку никакого в плане масштаба геополитического. Вот. Ну, сейчас вот хочется так сказать корректно, чтобы никого не обидеть. Ребята шли тогда, что они пойдут воевать, и потом как бы мы освободим Беларусь. Я считаю, что это не совсем есть правильно,
Я не говорю о том, что не нужно помогать украинцам, но мне кажется, лучше бы мы им помогали деньгами, какими-то, не знаю, работами там, окопы рыли, но вот то самое маленькое количество людей, которые готовы брать в руки оружие, эти люди нам самим нужны, по сути, потому Ну, ты что у нас понимаешь, их что у немного. них не было опыта. Теперь у них есть реальный опыт войны. Потому что одно дело готовые люди, да, вот, допустим, ты там, я готовые, но у нас нет опыта реальной войны, и что мы Да. сделаем? То есть даже дай оружие, это все равно надо время. А там люди проверенные, они, кроме того, еще один аспект, не забывай, что поражение Украины однозначно не приведет к освобождению Беларуси. То есть победа Украины над Россией там, это еще не значит, что у нас все будет хорошо, но поражение Украины это 100% укрепление путинизма и укрепление лукашизма. Поэтому они воюют против Абсолютно, Путина. абсолютно согласен. Вот про то, чтобы получать опыт, это да. И тут я думаю, что опять же вопрос в том, что не было того самого лидера у нас там с 20-го, с 21-го года, который смог бы организовать это все, проговорить это с ребятами и сделать какую-то систему набора людей, которые готовы идти. Он пришел, полгода отвоевал, и он вернулся на гражданку. Он получил опыт. Пошел второй, то есть и ротация, и жизни сохраняются, и приобретается боевой опыт. И тем самым эти живые люди с боевым опытом, они по сути дают некую рекламу. И больше людей, больше белорусов понимают, что, блин, а пойду-ка и я помогу москалей бить, и я за полгода получу военный опыт. Вот. А так много же ребят погибло, вот, и людей с военным опытом, ну сколько, я не знаю, сколько сейчас там эти силы, ну 1000, там что-то, наверное, про такое идет речь, Но за плюс-минус. все время не 1000 прошла, я думаю, что тут, понимаешь, у Ну, нас нет такого лидера, это раз, а два, это реакция на этих людей со стороны стран. То есть в Европу многих из них не пускают потом. То есть если ты прошел, их воспринимают как наемников, как потенциальную угрозу безопасности. вот, Поэтому говорить про то, что какую-то ротацию совершать, многие из них вынуждены в Украине оставаться. таких так нет уже в Украине, что было. В Украине, когда были Майдан, да, там была Небесная Сотня, были еще люди, которых на тот момент причисляли к героям. Вот. И я считаю, что в нашем случае такая же история. Те люди, которые выступили в 2020 году, которые там имеют позицию какую-то, и они эту позицию пронесли сквозь вот это время заключения, плюс вот эти наши ребята военные. Вот этих людей нужно было бы поднимать и брать их в коллектив. Потому что когда Светлана говорит там, ну вот там политзаключенные герои, но при этом ну, никакой связи нету. У меня кто-то спросил, я готов там послужить тому, чтобы наше демократическое движение развивалось. Мне никто не спросил. Не спросил почему? Да потому что если я приду туда, в их этот аул, то от меня будет больше вопросов. Вот в чем, почему они политзаключенных не подтягивают в коллектив, в эти все кабинеты переходные и прочее. Потому что там нет чистоты, потому что там болото, и политзаключенный придет, и он не сможет быть полезным, потому что он Ну только да. начнет задавать вопросы. Герои, как известно, они нужны либо мертвые, либо сидящие, потому что тогда они не будут задавать вопросов, зато ими всегда можно хвалиться и говорить, у нас такие люди есть герои, помогите, дайте денег, поддержите, похвалиться. Вот смотрите, видите, как они нас, мы их поддерживаем, а они ж нас поддерживают. Хотя как бы их мнение даже никто не спросил. Поэтому, ну это всегда такое было, это ясно. У Да? них нет цели Ну, такой. там же все очевидно. Тому человеку, который думающий, ему любому очевидно, что люди, которые, ну, в общем-то, ничего такого особенно не сделали там, везде как бы, ну, то есть не выработали даже систему вот этой помощи, чтобы она была прозрачная. Ну, это же Так, могут если она будет собраться там, прозрачная, как тогда что-то с нее это брать? Если она будет прозрачная, как ты ж тогда, ничего оттуда не вытащишь. Хороший пример — да, это пример Сергея Тихановского. Человек создал, собственно, «Страна для жизни» движение, да, канал, все остальное, отсидел честно 5 лет, выходит и да. что? И ему показали его место. То есть он пришел и как бы в свое, а ему сказали, что твое место стоять, вот улыбаться и махать рукой, все.
Вот твоя задача. Не хочешь, Да. значит, все, тебе тут не место. А и кто это сказал? Это Да. сказали люди, которые ни на протестах ни на каких не были, которые вообще хрен пойми кто. И каким боком они там Да. оказались, непонятно. Вот и вся система. Нас же люди не связывают вот многие вещи. Когда Сергей вышел и начал вот эту вот там ерунду молоть, ну, нигде особо не было такого, знаешь, шумихи, что его топят. Вот он же вернулся к кому? К своей жене, в демократическое вот это наше сообщество. И что сделали эти люди? Они его утопили просто прилюдно. То есть, нет, это же он сам говорил. Подожди, говорил сам. Это люди, которые должны были взять его на поруки и сделать так, чтобы все было красиво. Ну, а это очевидно, что его просто, просто утопили. Да, специально это Вот, сделали. То чтобы же он... самое. Вот эти пресс-конференции, например, после освобождения партии политзаключенных, сразу же на следующий день от людей, которые годами сидели, они ничего не знают. И главное, да, задать вопросы и побольше наговорить, а потом, чтобы использовать это все против тебя. Да, поэтому вопросов много. Ну, сейчас, мне кажется, такой важный момент, вот как мы выйдем с этой войны, как белорусы. Мы здесь нам с тобой говорить сейчас как бы хорошо, а вот те белорусы, которые остались на родине, вот тут большой вопрос, как они выйдут с этой войны, потому что, ну, по моим прогнозам, это ближайшие там месяцы, скорее всего, это будет октябрь, и, ну, когда российские войска там станут, и когда уже это будет зона, скажем так, обстрелов, боевых действий, когда Беларусь уже будет полностью вовлечена в войну. Вот тут вопрос, что будут делать внутри граждане. Ну, партизанщина точно светит, потому что наши же не все повыезжали, ребята, с 2020 года. Поэтому легкой прогулки русским там не будет точно. Как видишь Туманная. выход из этой ситуации? Что вообще делать-то надо? Потому что кто виноват, более-менее понятно, кто виноват. Есть наброски. Но что делать? Я сторонник того, что так или иначе нам, как белорусам, нужен сильный человек. Потому что мы сейчас не та нация, которая может двигаться самостоятельно. Мы уже подвигались в 20-м. Нас было много, и таким ресурсом мы не смогли ничего сделать, потому что не было того самого лидера, который бы сказал, вот, пожалуйста, телерадиокомпания, вот, пожалуйста, резиденция, вот, пожалуйста, здесь. Располагаемся, и все было бы закончено. До парламентской республики много есть приверженцев этой идеи. Мы не доросли. Ну, какая парламентская республика? Мы же в 94-м там году вот это уже съели, когда у нас в Верховном Совете был балаган, и под этот шумок пришел у нас дядька, который сказал, я вам сейчас все подстрою, все там коровники, все на свете. Вот, поэтому если мы сейчас будем опять думать про парламентскую республику, не имея никакого опыта там политического и прочего, мы опять придем куда-то не туда. Вот, поэтому мои все надежды, они связаны на то, что происходило там, не знаю, с Сингапуром, где появился человек и за 30 лет из страны третьего мира привел ее в первый мир, там, в топ. Я думаю, что, ну вот, нам нужно провести, ну, мне нравится эта идея, некую такую электоральную кампанию. Было бы желание и немножко ресурсов, мне кажется, это можно сделать. Хотя бы в зарубежье. У нас в зарубежье там миллион граждан. И найти того самого человека, который будет не только красиво говорить, но предложит четкий план, который будет в соответствии с этим планом действовать. Вот, поэтому не знаю, ну вот про Зеленского много говорят, я же сейчас с мигрантами общаюсь с Украины. Есть те, которые симпатизируют ему, есть те, которые нет. По моему мнению, вот это сильный лидер. Вот это человек, который делает невозможное на протяжении многих лет, делает просто красоту в плане того, как он ведет диалоги, как он... Это же сложнейшая штука. Когда там против Трампа он выдерживает это давление, по сути, его там сидели прилюдно при всем мире унижали. Он не сломался. Вот нам, ну, некий такой человек нужен, и для этого нужно провести такую электоральную кампанию. Мне нравится, вот мне эта идея около года назад пришла, по аналогу американских праймерис. То Ну, у бишь, нас уже были несколько в встреч. 2020 году праймерис. Там Ковалькова, Ромашевский, там
кто там участвовали. Ну, Ну, вот, там надо, там, где будет свободный доступ, где любая группа людей может, там, ну, нужно составить, там, да, там, какой-то определенный минимум, и то есть в течение полугода во время вот этих, скажем так, диалогов, выступлений люди смогут понимать, кто перед ними стоит. Очередной как бы ябаська, который там чарку обещает. Кто этот человек, кем он работал, можно ли ему доверять. Вот, вот такое, потому что, ну, те, кто у нас сейчас там верхушки, это вообще, это же там чиновники, дети да, чиновников я там и тебя прочее. понимаю, но смотри, дело в том, что эти люди, которые в верхушке, они, ты понимаешь, такой план не оценят. И тут вопрос признания так называемыми официальными демсилами, признание Европой, будут ли с ним работать, с этим человеком. То есть, понимаешь, человек может найтись, который покажет какой-то план, но он останется маргиналом, если его не поддержат какие-то серьезные силы. А ни у Путина, ни у Лукашенко, ни у демсил, ни у нынешних европейских чиновников, у многих, не у всех, но у некоторых, у них нет интереса. То есть очень огромная группа лиц не заинтересована, чтобы такой человек, как ты говоришь, настоящий пришел и действительно белорусов куда-то повел. Им выгодна некая имитация. И вот офис Тихановской прекрасно подходит. Это люди слабые, люди подконтрольные, которых можно контролировать, как режим их контролирует, так и европейцы контролируют. Деньги пилятся, слова произносятся, и время тянется. Если что-то в Беларуси сменится, то вот готовые люди марионеточные, их можно посадить и диктовать им все, что угодно. У них нет своей воли, это не Статкевич, который просто может взять и сказать: фон дер Ляйен какой-нибудь, иди на просто, и все. И ему пофиг, что она фон дер Ляйен, потому что, ну, это такой человек. Им такие люди не нужны, им нужны люди слабые, подконтрольные, у которых есть какие-то крючки. То же самое Россия, им тоже соблюдение их интересов надо. Нужны люди такие, которые с Кремлем там будет работать. Режим Лукашенко тоже. Кроме режима Лукашенко, то есть опять-таки есть именно он, приближенная его группа, а есть люди, которые находятся там в элите, но они не имеют отношения напрямую к преступлениям, они понимают всю губительную вот эту силу лукашизма, и они бы хотели небольшой либерализации, сделать определенное послабление, избавиться от груза преступлений вот этих, которые там накопились, отжимы, там, исчезновение политиков, убийства и все остальное, там, 20-й год, то есть все это сбросить, наладить отношения с Западом, как-то немножко что-то делать, главное оставаться в элите там. Да, ну, смотрите, как я считаю, вот в 2020 году вот это все феноменальное, там, да, удивительное для меня до сих пор, мне казалось, на протяжении там 20 лет, мне казалось, что если выйдет 100 тысяч белорусов когда-то на площадь, то это будет конец, это будет смена режима. Так вот, все это делали кто? Все это делали люди. Вот. Почему кабинет и все вот эти ребятушки, почему они все сделали так, чтобы людей отстранить и вообще сделать их супер разочарованными? Потому что они боятся людей. И поэтому они существуют сами себе, а обычные люди существуют сами себе. И я думаю, что если у человека, у нового будет ресурс в людях, ну не просто же так приходят во власть. Понятно, что там им всем выгодно, потому что, ну, в политике там сейчас в большой 95% руководителей стран и чуть ниже ранга, но это все, простыми словами, это все твари. Так мы сейчас пришли, в таком мире мы сейчас живем, это в этом люди сами мы виноваты. Зеленский захотел прийти во власть, он создал партию, эта партия набрала популярность, и они выиграли выборы. То есть все равно стоят люди, так или иначе. Вот, поэтому если придет человек, за которым будет стоять там 500 000 человек в Европе в эмиграции, вот, и если они прям загорятся так, как загорелись мы все в 20-м, ну, я не вижу проблем. Им придется так или иначе европейским политикам взаимодействовать, говорить. Но опять же, это важно, чтобы этот человек не был балагуром там совсем. Вот, потому что естественно, что, знаешь, есть, как это сказать, есть у нас некоторые там журналисты или деятели, которые противопоставляют себя кабинету и прочим, да, и они как бы не понимают, что с ними не так. И я скажу, что с ними не так. Они слишком эмоциональные, слишком революционные. Ну, политика — это немножко вещь такая, где нужно свое отстаивать более спокойно. Вот мне почему, ну, очень нравится вот
твой взгляд, как ты выражаешь мысли. Спокойно и уверенно. И я стараюсь так же. Вот. Поэтому, когда там М. приходят и наводят балаган, но это немножко не то. Такой человек не войдет ни в какую политику, он должен быть более взвешенный. Нет ничего невозможного. И на самом деле, когда... И не надо бороться с этим кабинетом. Просто вот оно пошло новое крыло, люди вдохновились, люди стали что-то делать. Потому что вопрос в том, что ну, они специально так устроил кабинет, чтобы люди ничего не делали. Они не допустили их никуда. Они просто не допустили, они занимают ресурсы. Почему одна из Да, направлений, чтобы потеснить кабинет, они забрали основные ресурсы? То есть это может быть оно и случайно, но слишком много совпадений, я думаю, без спецслужб там не обошлось, потому что они отжали контакты центральноевропейских там и мировых политиков. Если что-то обращаешься, они говорят, у вас есть Тихановская, идите к ней, что вы с нами. Мы напрямую с вами не работаем. У вас вот есть представитель назначенный, смотрящий за Белоруссию, и все, да, идите и разбирайтесь. Финансы то же самое. Финансы распределяет кто? Распределяет в том числе офис. То есть они не распределяют, как бы они дают рекомендации. Кто стоит да, этого, кто не стоит, кому давать, кому нет. Кому отказали, сказали, не, этому не надо, и все. Дают европейцы, как бы, да, не Тихановская. Но если они будут резко против, то у тебя будут сложности с этим. И да. поэтому все люди, которые, у них даже есть идеи, они не могут их реализовать, и они просто становятся клоунами. То есть человек вышел, у него нет средств, чтобы создать свое СМИ, чтобы раскрутиться, у него нет контактов серьезных, чтобы, допустим, идеи какие-то там социальной помощи, не знаю, там хостелы какие-нибудь построить, какие-то программы там пенсионные перенаправления там с Беларуси, еще что-то сделать. То есть это все решается на уровне представителей Польши, Литвы, там, Испании и других стран. Человек приходит, а на него там смотрят, а ты кто такой? Мы, знаете, мы не будем с вами разговаривать, и все. У человека классные мысли, у него все расписано на бумаге, они посмотрели. Приходите Да. позже, да, как у вас там любят говорить, маньяна, там, да, в Испании. Всё, ну, приходи потом, поговорим когда-нибудь. Вот, и поэтому человек, эти смотрят и говорят, вон, видите, вот, ну как вот, ты говоришь, я там сейчас вот сделаю, ну что сделал, вот посмотрите, говоришь, что мы ничего не делаем и не можем, вот видишь, а человек толковый, и идеи у него толковые, но бывает так, а у кого-то нет средств, то есть он выходит, берет какие-то направления, но они требуют вложений, потому что вот эти все офисные, они тоже говорят, а чего вы нас критикуете, делайте сами. А простите, ваши все структуры сколько стоят? Сколько стоит обслуживание? Там наша Нива, там 4 миллиона, вот Скиндеров говорит, за 5 лет было. Там Маланка какая-нибудь, там 900 тысяч в год евро, там миллион евро идет на финансирование. Там Белсат, остальное тоже, там сотни тысяч. А простой, простите, человек, у которого там, ну, 1000-2, допустим, ну, что ты за это сделаешь? Извините меня. Не так уж сильно. То есть конкуренция, понятно, неравнозначная будет. Поэтому Ну так. да, Да, что говорить по поводу того, что ты сказал, что верил, что выйти, я тоже об этом говорил. У меня есть даже на старом канале еще видео, это декабрь 2019 года, где на выступлении вот против интеграции с Россией я говорю, что достаточно 300-400 тысяч человек, если они выйдут, то власть в любом случае изменится, она не сможет устоять. И как бы оно вышло столько людей, но вопрос в том, что они вышли, прошли и разошлись домой. То есть это немножко не то. Тут как бы более серьезное, более плотное взаимодействие. То есть если бы люди перекрыли дороги, если бы они остались, поставили стационарный лагерь, вот 16 да. числа, когда было, то есть пришли в центр просто, им никто не мешал, и они его заняли просто, и все. Вот тогда бы, возможно, что-то другое получилось. Или пошли на штурм резиденции, или еще что-то. То есть, ну, тут разные вопросы, тут можно спорить, потому что у нас есть разные примеры. Вот кто-то говорит про силовой сценарий, а я им сразу говорю, а сколько у вас оружия было? Они говорят, нисколько. Я говорю, ну так а почему вы говорите, надо было силовая революция, почему вы с цветами там ходили, да? А сколько у вас оружия было? Нисколько. Ну так это в том числе поэтому и не силовым путем. Не потому что не хотели, а потому что нечем. И это умение, то есть сколько людей обученных, которые знают, как пользоваться. Плюс, опять-таки, любой диктатор, как говорят, если вот там Джина Шарпа посмотреть, почему он говорит про ненасильственные методы? Потому что любая диктатура, в первую очередь, она готова к насильственному свержению себя. То есть у них это полиция, армия готовы. Они ждут того, что их будут свергать именно силой. И поэтому они к этому готовы. И когда ты идешь свергать силой, то любое, в принципе, правительство по любому закону имеет право защищать себя. И в глазах всего мира это будет сложно как-то оправдать. То есть пошли вооруженные люди нас убивать, ну а что, мы должны были стоять и смотреть? Конечно, мы сопротивлялись. И поэтому, как в Казахстане, там десятки тысяч вышли людей,
армии, вооружились, там захватывали города, пришли войска УДКБ и всех задушили. Поэтому, ну, это более сложный вопрос. Поэтому я здесь говорил о том, что не просто это должны были быть какие-то силовые протесты, а нужно было привлечь на свою сторону официальную армию, милицию и все остальное. То есть, когда они перешли, то это уже не бунтовщики, это государство само. То есть, понимаешь, Да. государство — это мы, вот основная суть. И для этого Тихановская должна была объявить себя президентом, для того, чтобы ей присягнули люди, для того, чтобы хотя бы достаточно было начать реакции какой-нибудь один начальник воинской части, который поддержал бы ее, допустим, и там можно было каким-то образом уже свою базу строить. Потому что были люди, которые ждали, да, там командиры, естественно, они смотрели в сторону лукашизма, потому что их прикармливали, обеспечивали, но было достаточно людей на уровне там капитанов, может быть, даже и майоров, которые могли бы взять власть в свои руки, арестовать преступников, скажем так, взять власть в свои руки, и народ бы поддержал рядовой состав. Ну, военные ждут приказа. Пришел человек, который главный, и сказал: идем туда, все, они пошли. Таких людей не нашлось, и Ну, к поэтому вот так вот сожалению, получилось. Да. Светлана, Да, она а такие люди, как они могли кого-то звать и что-то свергать, если Тихановская не объявила себя президентом? То есть кому присягать? Ты просто берешь, захватываешь власть, допустим, арестовываешь там со своими сторонниками начальника воинской части, ну ты просто бунтовщик, никто тебя не поддерживает, Тихановская не президент. Ты захватил и там давайте за Тихановскую, а Тихановская говорит: не надо за меня, я слабая женщина и я не справилась, поэтому все. А потом через 2 года только говорит: я теперь президент-элект в 22 году. В октябре 22 года, понимаешь? Она заявила, что она президент-элект, и все. И останется до тех пор, пока не будет новые выборы в Беларуси, честные проведены. То есть почти никогда. то есть Вот никогда, так вот. да.